Вы знаете, друзья, мы находимся с вами, я бы сказал, уже в таком, не побоюсь сказать, историческом месте, потому что это место, оно намолено. Намолено хорошими людьми, намолено состоятельными людьми, состоятельными, прежде всего, значит, духовно, внутренне, мозгово, если хотите. Вот. И это штаб татар Москвы. Сколько лет я здесь нахожусь, здесь все время кипит жизнь. Штаб татар объединяет не только выходцев из Татарстана и татарской национальности, граждан Москвы, но и всех народов, которые на Урале, на Волге имеют какое-то отношение к Татарстану, вот, и республикам Башкортостана, Чувашии и так далее. Это такая объединяющий союз, который в Москве приглашает нас. Мы общаемся, греет нас здесь, даже в такую холодную зимнюю погоду. И мы знаем, что скоро штаб татар уже будет конгрессом татар в Москве. И надеемся, ее работа, юридическая состоятельность будет еще более плодотворной. Хотел бы поделиться впечатлениями от данного мероприятия. Действительно подкупает преемственность поколений, то что интересные вопросы, интересная тематика обсуждений, есть о чем поделиться мнениями. Ну, наверное, это здорово. За 30 лет работы штаб, в свое время созданный Табеевым, нашим руководителем республики, и уже более 2 десятилетий возглавляет Рустам Фаизович. Много делается по работе с молодежью, объединение людей, знакомство представителей разных профессий, ученых, военных, медицинских работников, инженеров, просто людей, представителей из субъектов России приезжают сюда, находят себе место, где можно общаться, где можно обмениваться мнениями и даже просить помощи, поддержку. Это для того, чтобы адаптироваться условиям жизни Москвы. Это особенно для молодежи. И сейчас предстоит большая работа по развитию Конгресса татар Москвы. То, что его идея. Безусловно, это требует научного сопровождения. Новый статус требует новых подходов, нового осмысления и большей ответственности. Безусловно, кому-то, может быть, не понравится, но важно сегодня, чтобы каждая организация, где бы она ни создавалась, могли взаимодействовать со всеми общественными организациями и Татарстана, и регионов, для того, чтобы более комфортно было жить татарам, башкирам, другим национальностям и передавать опыт, передавать от контакта и для взаимодействия. Это очень важно, что в субъектах Российской Федерации больше появляются такие общественные движения. И мы благодарны Рустаму Фаизовичу, его команде. Они от души это делают, он этим живет. И, безусловно, круг общения здесь требует и профессионализма каждого, и культура, и знания языка, татарского языка. И тем самым мы готовы к дальнейшей работе совместно с Рустамом Фаизовичем и его командой дополнять своими мыслями, идеями и делами.
Я пришла сюда на этот вечер по приглашению Гульнары Ярулиной, за что ей отдельное спасибо. Мне здесь очень нравится, здесь собираются очень интересные люди также по интересам. Можно познакомиться с очень интересными людьми, обменяться полезными знакомствами, связями и вообще просто очень провести душевно, хорошо вечер, время. Исәнмесез, бик зур рәхмәт, монда исәнләштек, сөйләштек, бик әйбәт утырдык. Благодарю всех за приглашение. Сегодня очень приятно посидели, приятные люди, очень достойное общество. Я в штабе татар не так часто, второй раз. Очень приятно, прямо как в домашней обстановке здесь находиться. Очень не хватает этого в Москве порой, когда очень много работы, много разных дел. Забываешь про такую обычную вот семейную обстановку. Сюда приходишь, как будто домой попал. Пусть этот штаб процветает, пусть у него все будет хорошо, он развивается. Пусть к нам в том числе обращаются, мы будем помогать, чем можем. В штабе татар Москвы впервые. Подкупает сама обстановка, такая очень современная, арт-пространство, где собираются и взрослые, и молодежь. И здесь проводится очень много мероприятий. Сегодня мы увидели многих, с которыми не были знакомы, но понимаем, что нас объединяют люди, которых мы знаем. В общем, на самом деле такая дружеская, демократичная обстановка. Очень здорово. Мы рады сегодня быть здесь, в этой штаб-квартире народа Татарстана. И что можно похвалить? То, что идет объединяющее начало, когда не только там идет разделение, там Башкортостан отдельно, Татарстан отдельно, крымские татары отдельно, а именно эта площадка как коммуникационная, что работает на благо Российской Федерации, укрепление государственности, укрепление межрелигиозного мира и согласия. Большое вам спасибо, и мы будем рады быть информационными партнерами штаба татар и поддерживать в любых полезных, добрых начинаниях. Спасибо вам и успехов. За многие годы имел возможность пребывать в различных домах дружбы народов в Казахстане, в Татарстане и других наших республиках. Очень приятно заметить, что вот руководство и актив этого общества активно занимается различными слоями татарского народа, студентами. Причем студенты, градация идет по курсам, по потокам, по различным направлениям. Центр, вообще-то, штаб занимается развитием культуры, обобщением, направлением стратегии по развитию, поведенческого. Ну, очень много морально-нравственного воспитания, включая в себя большой спектр направлений, которые успешно развиваются. И сегодня, будучи здесь первый раз, я был еще раз приятно удивлен теми инновациями, теми начинаниями, которые вот это общество ведет в лице татарского народа. Мира, благоденствия, успехов и процветания. Очень рад был соприкоснуться. Я начала ходить в штаб года 4 назад, а может даже 5 лет назад, ну, скорее 4. И когда я впервые о нем услышала и пришла, я сначала не поверила, что вау, здесь так классно, здесь собираются настолько интересные люди, что-то делают совершенно из разных сфер, и общаются, обмениваются контактами, дружатся, кто-то влюбляется, кто-то женится, кто-то делает совместный бизнес. И у меня был некоторый перерыв, потому что там работа, все дела, и я снова сюда пришла, хожу на всякие мероприятия, и могу сказать, что штаб стал еще лучше, еще более продвинутым, молодежным, и активно развивается интернет-сфера. Много очень создано групп по разным направлениям, то есть сообщество татар в России активно развивается, и именно молодежи. Я думаю, благодаря штабу, потому что в культурных центрах, в культурный центр мало кто пойдет, а вот на интересные площадки, где люди обмениваются опытом, молодые люди в такие места ходят. Мы находимся в штабе татар. Это место, где татары Москвы, Подмосковья, всех татар, которые приезжают в Москву из других регионов, которые могут найти
опорную точку, дом соратников, место, где можно найти помощь и поддержку в любой ситуации. Поэтому штаб «Татар» выполняет очень важную функцию, когда любой татарин, татарочка, приехавший в Москву, знает, куда прийти и чувствует себя здесь как дома. Татары, которые живут в Казани, не чувствуют себя дома, в окружении татар. Татары, которые живут в других регионах, которые только приехали в Москву, чувствуют себя немного оторванными от культуры и от национальных ценностей, традиций. И здесь как раз в штабе «Татар» они могут это найти. И Рустам Фаизович Чумалиев осуществляет очень важную функцию их объединения и поощрения, так скажем, организации своих мероприятий полностью безвозмездных. И таким образом осуществляет вклад в развитие татарской культуры и языка.